Вопрос с перебоями подачи электричества в Усинске будет решаться на специальной комиссии, которую уже начали формировать из числа представителей Комиэнерго, специалистов на местах и городских потребителей. Об этом нашему каналу сегодня сообщил главный инженер регионального филиала МРСК «Северо-Запад» Валерий Драйт. Напомним, минувшая неделя в нефтяной столице Коми отметилась многочисленными отключениями электроэнергии, под которые попали не только жилые дома, но и объекты жизнеобеспечения города. Любовь Лапина держит руку на пульсе. На совещании городской администрации вопрос электроснабжения ключевой. Потребители жалуются. Только за прошлую неделю зафиксировано 25 случаев отключения электроэнергии. А в ночь с 27 на 28 января и вовсе произошла остановка центральной водогрейной котельной. Тогда смена осталась работать еще на 20 часов, дабы восстановить теплоснабжение города. Всего же с начала года коммунальщики насчитали уже 91 отключение. К примеру, за январь прошлого года их было всего 7. В печорских электрических сетях поясняют, провалы вызваны налипанием снега на проводах. Из-за этого на линии происходят короткие замыкания. Впрочем, они локализуются защитами, то есть отключаются всего на полсекунды, а уже через 1,5 идет восстановление питания. Место повреждения энергетиками уже найдено. Была, что называется, светомузыка. Это тоже неприятное явление. И, конечно, можно было отключить эту линию, чтобы она не влияла на основную сеть, и чтобы не было вот этого мигания, да? Но при этом мы бы получили снижение надежности в сети. То есть вместо 2 линий в работе бы осталась 1 линия. Поскольку автоматика срабатывала и электроснабжение восстанавливалось, руководством на тот момент было принято решение оставить обе линии в работе. Тем более, что и сами отключения не превышали по времени государственного стандарта по нормам качества. Впрочем, как оказалось, даже такие крохотные, 1,5-секундные приостановки сказались на работе объектов жизнеобеспечения города. Энергетики говорят, что это климатическое явление, там налипание на провода, и поэтому идет перехлёст проводов, это немножко лукавят. Некорректно с их стороны ссылаться на то, что так как кратковременные посадки, мол, никакого вреда это не наносит, все это у них автоматика срабатывает. У них автоматика срабатывает. Автоматика срабатывает на объектах жизнеобеспечения, которые предохраняют оборудование и выключает его от перекоса напряжения. Поэтому и возникают большие проблемы этих объектов. Такая же картина и по жилому фонду. Массовое отключение усинца особенно ощутили в прошлую среду. В самой же городской администрации уже обратились в энергетическую компанию. Мэрия просит взять вопрос на контроль и провести ряд мероприятий по недопущению будущих перебоев. В ином случае город может ждать судьба ухтинского поселка Водный. В свое время там из-за приостановки работы котлов последовали мощные гидроудары в коммунальной системе, которые в итоге привели к массовым порывам на сетях. Впрочем, в самом Комиэнерго считают, вопрос надо решать комплексно. Что происходит на объектах наших потребителей? Это в основном двигательная нагрузка, да, это вот ЦВК в городе Усинске и насосная первого подъема водоканал. Там двигательная нагрузка. При вот такого рода коротких замыканиях, да, действительно двигатели сразу отключаются. И дальше, после восстановления питания, должна работать схема восстановления. Чего, по всей видимости, у наших потребителей не происходит. Сейчас в городе формируется комиссия из числа представителей Комиэнерго и потребителей. На месте специалисты постараются совместно решить проблему. Энергетики готовы помочь местным ЦВК и насосной станции отработать оптимальную систему восстановления питания после краткосрочного отключения, отмечает главный инженер Комиэнерго. Компания готова и дальше принимать меры для повышения надежности электроснабжения. Так, в этом году в рамках целевой программы в Усинске на тех самых линиях, где случались сбои из-за налипания снега, будут установлены дополнительные распорки. Любовь Лапина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.